15-й юбилейный международный шахматный фестиваль «Аквафон Open 2022» прошел в столице 24 и 25 сентября, в рамках которого прошло 3 турнира в 3 возрастных категориях – среди детей до 8 лет и до 12 лет и среди взрослых. Самому младшему участнику турнира 4 года, а самому старшему – 75 лет. Со дня основания шахматного фестиваля постоянную поддержку мероприятию оказывает сотовая компания «Аквафон». Мы хотим поблагодарить руководство «Аквафон» за поддержку детского спорта и шахмат в Абхазии. 15 лет не прерывается наше партнерство, и наши дети радуют, продолжают, потому что они ждут. «Аквафон» – это праздник, это призы, это награды, это медали, грамоты, кубки, денежные призы даже для детей. Турнир проводился по правилам ФИДЕ, швейцарской системе, в 12 туров. Компьютерная жеребьевка участников. Контроль времени 15 минут плюс 2 секунды на каждый ход, начиная с первого. Во время игр не было особых замечаний к шахматистам, так как все спортсмены следовали установленным правилам. Главный судья соревнований – судья международной категории Отар Хорхумал. Бывают разные небольшие такие нарушения, но для этого работает судейская коллегия, чтобы все эти вопросы тут же решать. Особых нарушений не было, все в рамках правил. Менеджер по социальным проектам «Аквафон» Тимур Гургули отметил, что с каждым годом число любителей интеллектуального вида спорта растет, и это радует. Гургуля подчеркнул, что сотовая компания всегда будет оказывать помощь в развитии спорта в Абхазии. На протяжении 15 лет мы проводим этот турнир, несмотря на то, что в прошлом году и позапрошлом году у нас были сложности, была пандемия, но несмотря на все это, мы смогли соблюсти все антиковидные меры и провели. В этом году радует особо тот факт, что количество детишек значительно возросло. Мы увидели очень много талантливых, перспективных ребят. Конечно же, и в следующем году этот турнир состоится, и через год, и через 2. Так что мы очень рады этому событию. Компания «Аквафон» всегда пытается оказывать поддержку в развитии спорта в Абхазии. Юная шахматистка Анна Палаванзе не так давно занимается этим видом спорта, но уже не раз побеждала во многих соревнованиях. Мне очень нравятся шахматы. Они делают ум. Можно очень умным стать. И я люблю шахматы. Ты дальше тоже собираешься играть в шахматы? Расскажи нам об этом. Да, я собираюсь играть больше в шахматы. А какое ты сегодня место заняла? 1 место. По итогам двухдневных соревнований победителями турнира среди детей в разных возрастных категориях стали Стилен Мукба, Анзор Биджев, Эмиль Чкоту, Анна Палаванзе, Адриана Ладария, Лаура Аргун. Лучшими шахматистами среди девочек признаны Сария Лакоба, Александра Авицба и Арина Хаматулина. Всех участников турнира сотовая компания «Аквафон» поощрила подарками, медалями, кубками, а победители турнира были награждены денежными призами. Поощрительными призами от компании «Аквафон» был награжден Давид Кибучава в номинации «Прогресс года» и Елизавета Лазба в номинации «Самый юный участник». Среди взрослых первое место занял Эдуард Папазян из Сочи, второе – Альберт Карапетян из Гудауты, третье – Тристан Кварацхеля из Сухума. Среди ветеранов первое место у Бориса Накопия. Адица Сагария, Нарсо Цулукя, Абхазское телевидение.